Всем привет, я актриса Алима, казашка, и это моя родина, Алтай в уйгурской автономии. Благодаря популярности сериала «Мой Алтай», в котором я сыграла главную роль, об этом крае узнало больше людей. Здесь бескрайние просторы, скрывающие самые чистые пейзажи и самую традиционную кочевую жизнь казахов на Алтае. Лазурное озеро Канас – для многих первое знакомство с Алтаем. Для казахских кочевников смена сезонов и кочевка на тысячи километров – это вечный гимн кочевой жизни. Проникнуть в горы, услышать мелодичную домбру, станцевать зажигательный каражорга, ощутить совершенно иную, насыщенную природой жизнь. Алтай – это дикое поле, ветер в горах. Позвольте мне показать вам настоящий уйгурский Алтай. На карте Алтай кажется далеким. За теми горами находится наш сосед – Казахстан. Алтай расположен на самом кончике Феникса, могучего хребта. Протянувшиеся на 2000 километров Алтайские горы лежат на границе 4 стран – Китая, Казахстана, России и Монголии. Это самый удаленный от океана участок Земли. Это должно было быть самым засушливым местом на Земле. Однако здесь произошло чудо. 570 миллионов лет назад создалась складчатость Алтайских гор. Вершины свыше 4000 метров перехватывают влажный ветер с Атлантики из Северного Ледовитого океана, делая Алтай зоной с обильными осадками. Обильные осадки вкупе с перепадом высот более 3000 метров создали богатый и многообразный вертикальный ландшафт Алтая. Высокогорья, ледники, леса, степи, каньоны, пустыни и красноцветные песчаники. На Алтае вы можете увидеть и норвежские леса, и арктические тундры. Ледники и снег Алтайских гор дарят Алтаю самые живописные реки и озера. Извилистая река Иртыш – единственная в Китае река, текущая с юга на север, и впадающая в Северный Ледовитый океан. Озеро Канас – третье по величине высокогорное пресноводное озеро Китая. Заливы Фей, притаившегося дракона и лунный залив. Их цвет меняется со временем, завораживающие краски. Еще 10 тысяч лет назад древние жители Алтая на лыжах, подбитых звериными шкурами, охотились на добычу, что позволяет считать этот регион самой ранней родиной лыжного спорта. На монгольском языке Алтай означает «золотая гора». И это действительно настоящая золотая гора. 72 ущелья, в каждом ущелье золото. В Алтайских горах обнаружено 86 видов редких цветных металлов. Рудник Коктакай помог Китаю выплатить почти половину долга Советскому Союзу. Благодаря алтайским редким металлам Китай создал атомную и космическую программу. Во время голода Ашар-Шилык в СССР, почти 100 лет назад, на Алтай эмигрировали около полумиллиона казахов. Теперь около половины из более чем 600 тысяч жителей Алтая – казахи. Казахов Алтая часто называют последним чисто кочевым народом в мире. 7 миллионов овец, миллион голов крупного рогатого скота, 120 тысяч верблюдов живут на Алтае. Здесь в разное время добывали золото хунны, синьби, жужжане, уйгуры и монголы. Они на спинах коней создали торговую сеть степей, более раннюю, чем Великий Шелковый путь. В сериале «Мой Алтай» вы видели степи, снежные горы и множество трогательных пейзажей на путях кочевки. Но для пастухов в пути больше холода, хлопот, одиночества и терпения. На этих бескрайних просторах люди, коровы, овцы и лошади вместе следуют ритму сезонов, снова и снова отправляясь в путь по горам. Весной и летом снеговая линия поднимается, скот идет в горы, бежит за снегом. Осенью и зимой снеговая линия опускается, скот спускается с гор, гонимый снегом. Зимнее пастбище, весеннее пастбище, подгорные и высокогорные пастбища, тысячи кочевых троп, как веревки, связывают пастухов и их скот. На Алтае и по сей день сохранились самые длинные в мире и самые масштабные по перегону скота маршруты. Казахи стали самым кочующим народом в мире. В среднем они меняют место каждые 4 дня. Даже скот у них – чемпионы по бегу на длинные дистанции. Алтайские курдючные овцы за год кочуют почти 800 километров. Это овцы, пасущиеся дальше всех в мире. Чтобы скрасить тяготы переездов, казахи стали поющим народом. При рождении поют колыбельную, на свадьбе – песни уговора и песни сожаления.
При расставании с близкими – песни разлуки, на смертном одре – погребальные песни. Больше всего поют о девушках и о любви. Одна домбра с 2 струнами из бараньих кишок может издать 50 мелодий и 1000 песен, извлекая сладкую грусть, расплескивая страсть любви. Как бы не было одиноко в пути, зато той праздник бывает таким веселым. Зажигательный каражорга – это первый танец, который выучивает каждый казахский ребенок. Это радость, передаваемая из поколения в поколение. Поэтому для нас, казахов, каждая кочевка – это большой праздник. Зажигательный каражорга – танец, который каждый казахский ребенок учит первым. Это счастье, передаваемое из поколения в поколение. Даже временную юрту украшаем яркими войлочными коврами. Казахи, вечно кочующие в пути, больше, чем кто-либо, ценят красоту жизни. Поэтому мы, казахи, каждую перекочевку встречаем как большой праздник. Надеваем лучшую одежду, любимые украшения. Торжественно проводим дни в пути. Как и все традиционные уклады, кочевая жизнь постепенно уходит в прошлое. Вместо вьючных верблюдов – грузовики, в юртах, телевизоры от солнечных батарей. Молодежь предпочитает возиться с телефонами и мечтает уехать в город. Новое поколение казахских детей учится в городах. Им трудно вернуться к этой древней, кочевой жизни. Как конфликт Батыя с отцом, кочевничество превращается из традиционного уклада во все более острую тоску по уходящему. Сколько людей еще пройдут путем кочевки? Как долго продержится эта традиция? Мы не знаем ответа. Как бы ни трясло на дороге, жить нужно ярко. Стараться находить радость в суровых условиях. Не падать духом, быть стойкими и жизнерадостными. Вот такие мы, казахи уйгурского Алтая. В казахском языке «я тебя люблю» звучит как «я хорошо тебя вижу». Я надеюсь, что сейчас вы ясно видите наш уйгурский Алтай, видите эти бескрайние просторы, видите этот древний и чистый уклад жизни, видите этих простых и добрых людей Алтая. Видите равенство, мир и искренность между человеком и природой. Я очень рада, что наш Алтай из сериала многих городских исцелил. Настоящий уйгурский Алтай еще красивее, еще больше исцеляет и трогает. Добро пожаловать в уйгурскую автономию на Алтай.